бюджетное финансирование. Президент Садыр Джапаров поставил перед госпредприятием Кыргыз-Темир-Жолу задачу повысить транзитный потенциал страны, в том числе и по перевозке грузов. В конце октября компанией было принято решение закупить 100 грузовых вагонов путем тендера. Мы объявили тендер. В тендере проучаствовали одна компания «Алтай-Вагон». Это одна из крупных российских компаний по производству вагонов. По качеству они сейчас находятся на первом месте. Сегодня у нас прибыли первая партия этих полувагонов нового образца выпуска 2021 года. Прибывший состав торжественно встретили на железнодорожной станции Бишкек-1. В первой партии 10 полувагонов. Стоимость каждого 3 800 000 рублей. Остальные полувагоны должны поступить в страну в первом квартале нового года. Данный вагон отличается повышенным качеством. Вагон практически не ломается. Это бывает очень редко. В случае, если по нашей вине вагон сломан, мы полностью либо вам возвращаем деньги за ремонт вагона, либо ремонтируем в депошках своими силами. Можно сказать, что с сегодняшнего дня началось обновление Кыргызской железной дороги. Как подчеркнул заместитель председателя Кабмина Азиз Алиев, эти результаты были достигнуты благодаря реформированию Кыргыз-Темир-Жолу, искоренению ранее существовавших здесь коррупционных схем. С начала года, как новое руководство начало работать, прибыль Кыргыз-Темир-Жолу достигла 1 600 000 000 сомов. И именно за счет прибыли смогли начать закупку этих полувагонов. Я должен отметить, что эта закупка идет напрямую с завода, не через посредников, а напрямую Алтай-вагоны. Сегодня наш коллега посетил. И эти полувагоны, они отличаются прочностью, так как зарекомендовали себя. Кабинет министров будет и дальше поддерживать реформы в Кыргыз-Темир-Жолу, подчеркнула Алиев, ведь они направлены на модернизацию состава, на приобретение новых локомотивов и пассажирских вагонов, которые отвечают современным стандартам. У нас по сравнению, допустим, с российскими или казахскими коллегами, состояние пассажирских вагонов также требует обновления. Сейчас поставлены задачи перед Кыргыз-Темир-Жолу также произвести закупку новых вагонов, пассажирских вагонов. И мы надеемся, что если дальнейшая позитивная динамика продолжится, будут сформированы новые ресурсы и, конечно же, государство будет помогать. Все эти реформы особенно важны в свете и того, что сейчас Кыргызстан работает над проектом строительства новой железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Это позволит Кыргыз-Темир-Жолу выйти на международный уровень и обеспечивать транзитный коридор для международных грузов. Ведется работа и по строительству железной дороги Балыкчи-Кочкор-Каракече. Мадина Низамова, Эльдар Анарбеков, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.